со слова «балет». В XVIII веке, когда Россия после реформ Петра I стала приобщаться к культурным достижениям Европы, в русский язык слово «балет» попало из французского. По-французски же язык оно пришло из итальянского, где с помощью уменьшительного суффикса образовалось из слова «балло» – «бал», «танец». В балете отличаются классический танец и характерный танец, а в пределах каждого из них – сольный, ансамблевый и массовый. Это танец солистов, корифеев и кардебалета. Нередки сочетания и взаимопереходы этих разновидностей танца. Основное выразительное средство балета – классический танец. Он представляет собой сложную систему, основанную на тщательной разработке различных групп движений. Эта система появилась в конце XVI века в Италии и получила свое дальнейшее развитие во Франции благодаря придворному балету. Искусство балета в Чувашии представляет балетная труппа Чувашского государственного театра оперы и балета. Первоначально это был Чувашский музыкальный театр, созданный в 1959 году талантливым чувашским режиссером Борисом Семеновичем Марковым на базе Чувашского музыкально-драматического театра имени Константина Иванова. Балетная труппа в театре была сформирована в 1966 году. Ее основой стал первый выпуск Национальной студии Ленинградского академического хореографического училища имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Ныне это Академия русского балета. Среди 12 выпускников, посланцев Чувашии, были Галина Васильева, Лариса Ивановская и Юрий Свинцов. Премьера первого балетного спектакля на чувашской сцене состоялась 19 мая 1967 году. Это была Жизель Адольфа Адана. Затем в 1969 году была «Вассальна Шопенианна», перенесенная на чувашскую сцену педагогами Ленинградского хореографического училища. 28 июня 1970 года родился первый национальный чувашский балет «Царь-Пеге» Федора Васильева. Архив кинохроники сохранил для нас выступления на первых исполнителей главных ролей в этом спектакле Галины Васильевой и Юрия Свинцова. Это вдохновенные адажу «Царь-Пеге» и «Царь-Дивана».
Народная артистка, лауреат Государственной премии Чувашской республики в области литературы и искусства Галина Васильева, одна из первых прим-балерин Чувашии, мечтала танцевать с детства. В 6 лет стала ходить в танцевальную студию Дворца пионеров, который находился на Красной площади. Ныне это дворец детского и юношеского творчества на Президентском бульваре. До сих пор с большой теплотой вспоминают руководителя студии Лидию Ивановну Узянову. В составе коллектива Галина выезжала на свои первые гастроли. Дети успешно выступали в Казани и Горьком, Нижний Новгород. В 50-е годы XX века наше государство, едва оправившись от разрушительных последствий Великой Отечественной войны, уделяло огромное внимание развитию культуры и искусства в автономных и союзных республиках. Выделялись средства на бесплатное обучение талантливой молодежи в Московской и Ленинградской консерваториях, национальных оперных студиях, в лучших хореографических училищах страны. Когда в 1956 году в Дворце пионеров специальная комиссия отбирала способных детей в чувашскую группу для учебы в Ленинградском хореографическом училище, среди счастливчиков, прошедших строгий отбор, оказалась и Галя Васильева. В 1957 году в Ленинграде у Галины Васильевой начался 9-летний период обретения основ балетного профессионализма и приобщения к великой культуре. Галина взяла в свой класс выдающийся балетный педагог Нина Викторовна Беликова, воспитанница Агриппины Вагановой. Регулярно навещал студийцев, приезжая с маленькими подарками, министр культуры Чувашии тех лет Иван Алексеевич Маркелов. Хорошо образованный, настоящий интеллигент, он был горячо заинтересован в появлении национального балета. Именно его стараниями была осуществлена программа подготовки профессиональных танцовщиков, которые стали основой балетной труппы Чувашского музыкального театра. Галина Васильева была первой исполнительницей партии «Жизели» в первом балетном спектакле театра, первой исполнительницей главных женских партий в балетах Федорова, Васильева, «Серпиге», Арзюри, «Леший призрак». В ее репертуаре были «Одета Адилия» из «Бледного озера», Маша в «Щелкунчике» Чайковского, Китри в «Дон Кихоте», Лиза в «Тщетной предосторожности», Ева в «Сотворении мира». И всегда, неизменно, балерина демонстрировала высокую культуру танца. Активная кинопленка архивная подарила нам возможность посмотреть фрагменты из балета «Бледное озеро» с вступлением в главных ролях Галины Сергеевой и Владимира Трощенко. Вы хотели бы, ребята, ближе познакомиться с балетом? Сегодня удобный случай. В Чувашском музыкальном театре балет «Лебединое озеро». Звучит бессмертная музыка Петра Ильича Чайковского. Главные партии исполняют народная артистка Чувашской ССР Галина Васильева и лауреат премии комсомола Чувашии Владимир Трощенко. За кажущейся легкостью и воздушностью танца каждодневный многочасовой труд. Артисты балета под руководством балетмейстера Рафаэля Ибатуллина отрабатывают точность каждого жеста, 1000 раз проверяя одно и то же движение, комбинацию, связку. Ничего. Сейчас сделай круг. Пошли на круг. Еще раз, кто-нибудь подойдет в центральную часть. Можно?
1967 года, поставленных Чувашским государственным театром, сознаешь, что все они так или иначе связаны с творческой деятельностью Галины Васильевой. Либо как исполнительницы, либо как художественного руководителя балета, либо как одного из организаторов Международного балетного фестиваля в Чебоксарах, существующего с 1998 года, а сегодня и как педагога и репетитора. Должность художественного руководителя балета Галина Васильева занимала в 2000-2007 годах. Особой ее гордостью стал балет «Байдерка», поставленный для 5-го Международного балетного фестиваля. В 2005 году постановщики, исполнители главных ролей и руководитель балета Галина Васильева были удостоены государственной премии Чувашии. Предлагаю вам посмотреть фрагменты балета Людвига Минкуса «Байдерка». В хореографическое искусство Чувашии вписала творчество заслуженной артистки Российской Федерации и Чувашской АССР, лауреата премии «Комсомолу Чуваши» имени Михаила Цеспеля и Государственной премии Чувашской Республики Ольги Витальевны Серегиной. Ее талант, рожденный для классического танца, нашла на Чувашской земле комиссия Ленинградского хореографического училища, приехавшая в нашу республику отбирать одаренных детей для обучения второй Чувашской балетной студии. Сегодня Ольга Серегина – гость нашей передачи. Ольга Витальевна. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Здравствуйте всем. Очень приятно, что я приглашена. Я благодарю вас и с удовольствием поделюсь воспоминаниями. Может быть, вы какие-то вопросы зададите.
Сегодня Ольга Серегина – гость нашей передачи. Ольга Витальевна, в преддверии вашего славного юбилея, пожалуйста, расскажите о самых главных событиях вашей творческой жизни. С чего начать, даже не знаю, потому что их было довольно много. И если начать с темы Ленинградского училища, как я туда попала, как это случилось, то это было в 1967 году, приехала комиссия, о которой вы говорили, и совершенно случайно я попала. Просто кто-то из родителей, по-моему, мама узнала, что идет набор, и был задан вопрос мне: а ты хочешь? На что я сказала да. Хотя я, честно говоря, сама не понимаю, с какой стати я это сказала. Так просто захотелось. И папа повел меня уже на второй тур. Вот. Я, конечно, попала волею судеб, скорее всего, и благодаря Нине Викторовне Беликовой, о которой вы уже упоминали, в связи с первой группой, которые учились в Ленинграде. В общем, вот этот педагог, он меня взял на свою ответственность, в общем-то, получается, потому что как бы были вопросы. Вот. И через 4 года обучения, когда я уже получила в 4 классе, это такой очень серьезный переходный класс, я получила наивысшую оценку в этом классе. Вот тогда я нашла ее, обняла за плечи, и она мне сказала: вот видишь, не зря я тебя взяла. Вот эти слова я, конечно, никогда не забуду. А так, учеба в училище, я не знаю, для меня это самые светлые и яркие годы, потому что, несмотря на сложности, которые испытывает ребенок без мамы, без папы, ну, живя в интернате, никто, как говорится, тарелочку с едой не поднесет. И бывало так, что и не поужинаешь, и голодные спать ложились, и плакали даже. И все равно в воспоминаниях только светлые, так сказать, моменты учения, обучения. Вообще хочется о балете сказать, поскольку тема у нас балет сегодня, я так поняла. Классический балет – это вообще для меня это величайшая система образовательная артистов классического танца. Самое важное в этой системе то, что на основе этой системы ты выполнишь любые требования хореографов, хоть современные танцы, хоть характерные, как вы говорили, любое направление танца, а их сейчас очень много, на основе вот классического танца, все освоится в гораздо красивой форме. Поэтому эта школа, конечно, гениальная. И я только вот всю жизнь хожу и благодарю, что я там отучилась и счастлива этим. Ну вот, как вы уже упомянули, я приехала в 1975 году, я закончила, и началась моя уже творческая жизнь. Я, конечно, очень волновалась, потому что о себе я не могу сказать, что я была суперуверенный человек. Наоборот, я была довольно замкнутая, для меня общаться было очень сложно. И, конечно, попав в труппу, в нашу, тем более зная, что сейчас вот я войду, а там в зале будут такие мэтры балетные наши. Это Галина Сергеевна Васильевна, Лариса Ивановская, там и много, вся труппа, и ты выходишь впервые в этот зал. Я, конечно, очень сильно волновалась, и так получилось, что я оказалась между двумя большими балеринами, занималась. Но для меня это было очень ответственно, потому что мне казалось, это неприлично, если я что-то не сделаю, что-то я не смогу. Ну, для меня это было действительно ответственно очень. Я с огромным уважением относилась к нашим балеринам. Они хорошо образованные, как большинство, закончившись Вагановское училище, как большинство. Можно не научиться, можно не стать большой балериной, но твоя образованность будет видна всегда. Вы понимаете, вот образованный человек, он виден всегда. И видно, когда человек необразованный. Ну, первое, что я станцевала, это был щелкунчик, а далее там вот уже подходим к чудесной вышивальщице, как говорится. Вот. Это к нам приехали работать Нина Михайловна Стуколкина, замечательнейшая женщина, и Леонид Андреев, супруги. Они у нас проработали 70 лет,
И можно даже так сказать, что я, не рассчитывая танцевать какие-то ведущие партии, они меня просто взяли в оборот. Она пригласила в кабинет, сказала: Олечка, сядьте, мне нужно с вами поговорить. Она была очень интеллигентная, культурная женщина, 905 года рождения. Что статная, красивая, балерина, там, что там говорить. Я пришла, села, она мне говорит: вот я хочу вам сказать, что мы с вами начнем репетировать «Лебединое озеро». Вот я, когда это услышала, я вот так вот и говорю: Нина Михайловна, вы что? Какая я лебедь? Я говорю: я гадкий утенок. Она говорит: Олечка, вы себя не знаете. И вот с этого началась наша работа. Серьезнейшая работа. Потом была чудесная вышивальщица. И так вот как-то мне, по-моему, в жизни просто очень повезло. Мне как-то так по жизни везло с тем, кто был руководитель. Всех руководителей, с которыми я работала, я могу только добрым словом вспомнить. В частности, о Галине Сергеевне хочу сказать. Она чудесная была художественный руководитель, очень хорошим художественным взглядом. Ее концерты, гала-концерты на фестивалях отличались душевностью, проникновенностью и какой-то логической выстроенностью концертов. Мне очень нравились ее проведенные фестивали. Что еще вам хотелось бы услышать от меня? Я хочу показать нашим зрителям фрагмент из балета Виктора Фадяшева «Чудесная вышивальщица». Архивная кинопленка запечатлела вас в оригинальном номере «Танец с нитками».
приятно даже было увидеть себя в такой раннем возрасте. Я там совсем молоденькая. Приятно, честно говоря, порадоваться, что я была когда-то такая молодая. Ну, по поводу основных партий, которые я прошла, вот одно за другим, как говорится. Дальше появились такие большие балеты, как «Дон Кихот», «Жизель». И, конечно, обо всем этом можно очень долго говорить. Мне бы хотелось остановиться на «Жизели». Почему? Потому что это одна из любимейших партий, сложнейших партий. И готовила я «Жизель» как раз с Галиной Сергеевной, нашей Васильевой. Такой, так сказать, Галина Сергеевна была потрясающая «Жизель». Об этом ходили, когда я приехала, легенды, поэтому тоже было очень ответственно. Я уже сейчас не помню точно по датам, когда, так сказать, это случилось, какого числа, какого года, я не особенно внимательно к этому отношусь. Вот. Но это было очень интересно и сложно, хочу сказать, потому что такие большие полотна, как «Жизель», они, к сожалению, не всем даются. Вот. Я с удовольствием прикоснулась, конечно, к этой музыке Адана, и было очень интересно работать с Галиной Сергеевной. Она говорила такие нюансы, тонкие нюансы, которые ей передавались еще в Ленинградском училище. Мы тоже там в Ленинграде прикоснулись к «Жизели», но мы в основном брали партию Мирты, кордо-балета, а, конечно, партию балерины мы даже не оговаривали. Но, как правило, все дети, закончившие училище Вагановское, все знали порядок. Мы все знали. Полностью знали «Жизель», полностью знали «Спящую красавицу» и так далее, потому что мы все участвовали в Мариинском театре. Тогда это был Кировский театр. Нас детьми занимали во всех спектаклях, которые шли в Мариинском театре и в Малиготе. Тогда Малый Михайловский театр назывался «Малигот». Затем хочу сказать, кстати, о партнерах, которые со мной работали. Один из основных партнеров это был Владимир Трощенко. Вот. Он тоже закончил Ленинградское училище. Было очень комфортно с ним танцевать, потому что он действительно настоящий партнер. Он основную массу, свою работу он выполнял сам. Поднять, поставить балерину на ноги. Это было очень важно, потому что не каждый партнер обладает вот таким вот чутьем, партнерством, так сказать. А с Володей было очень удобно и комфортно. Мы с ним станцевали практически весь репертуар, который шел у нас в театре. Это и «Жизель», и «Лебединое озеро», и «Дон Кихот». Ой, и так много было спектаклей. Многие из них ушли просто уже в небытие. Ну, могу рассказать о спектаклях, которые ставились конкретно. Вот на мой юбилей был поставлен такой спектакль «Дама с камелиями». Опять добрым словом могу вспомнить Галину Сергеевну Васильеву, которая убедила меня, что мне нужно сделать свой творческий вечер. Это был 50-летний юбилей, и она обратилась к балетмейстеру Мягкову с тем, чтобы он перенес балет «Дама с камелиями» на нашу сцену. Честно говоря, я поначалу была просто перепугана, потому что, ну, как бы 2 акта на пальцах, практически не выходя со сцены. Что-то мне показалось, это слишком круто и ответственно, потому что, ну, это довольно сложно в 50 лет на пальцах 2 акта выдержать, тем более у меня есть проблемки мои с ногами уже. Сначала я перепугалась. Тогда Галина Сергеевна предложила одноактный балет. Я посмотрела и сказала: нет, если уж танцевать, то 2 акта. Вот таким образом мы приготовили «Даму с камелиями». И партнером моим
в этом спектакле был совсем молодой, юный Айдар Хисамутдинов. Светлая ему память, не могу не сказать, потому что потеряли мы этого человека, очень жалко. А я хочу добавить, что в расчете на творческую личность и высокие хореографические возможности Ольги Серегиной для нее была создана хореографическая версия оперы Джузеппе Верди «Травиата» с глубоким, самоотверженным и прекрасным образом Виолетты. Балет «Дама с камелиями» был поставлен в Чайковском театре оперы балета в 2006 году. Приятные воспоминания. Как-то так стало тепло, потому что Айдар, мы с ним танцевали это с огромным удовольствием. И как раз в связи с этим, как о партнере, он был очень комфортен. Он очень помогал балерине. И последнее, что, потому что, и это было к 50-летнему юбилею, я потом уже практически не танцевала. И последнее, когда Айдар обратился ко мне, это был уже его юбилей какой-то, 10-летний юбилей. Он делал концерт и создал номер на музыку Жака Бреля, на композицию Жака Бреля «Не покидай меня», посвященный своему другу, который ушел из этой жизни. Нельзя сказать, что я с удовольствием в это кинулась, потому что я считала, что я уже как бы не в форме и не смогу исполнить то, что он хочет видеть. Но Айдар такой человек, он настойчивый, упорно, он меня, в общем, уговорил и сказал, что, как он мне сказал, что нет, Ольга Витальевна, будете танцевать вы или этого номера вообще не будет. Тогда я уже никак не могла отказаться, потому что, человеку нужно вот это. И я пошла навстречу. Айдар, конечно, молодец. Он мне и платье сам
конструировал, как оно будет на мне сидеть. Ну, он вообще творческий человек, он очень хорошо рисовал, писал, можно даже так сказать, потому что это даже не просто рисунки, а у него очень хороший художественный стиль. Он тонкий человек, тонкий, ранимый. И, конечно, мне очень жаль, что его нет с нами. И вот этот номер я, конечно, с удовольствием увидела бы еще раз. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont vu deux fois le corps s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le fond, ton ancien volcan croyait bien. Il est paraît-il des terribles nuits dans notre public le meilleur avenir. Et comme il le soit, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ольга Витальевна, я вас благодарю за участие в передаче и за личную помощь в работе с ансамблем классического танца «Галатея» детского и юношеского творчества. Желаю вам новых творческих планов и блестящей их реализации. Спасибо вам. Ангелина, и вам тоже огромное спасибо. Мы с вами дружим не первый день. Да. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. И дай Бог вашему ансамблю успеха. Не забывайте меня, приглашайте, я с удовольствием приду. Спасибо огромное. Спасибо. Воспитанница Дворца детского и юношеского творчества, как Галина Васильева, является великая балерина Надежда Павлова. Ее называли Надеждой русского балета. Великая Майя Плисецкая сказала о ней: слишком хороша. А один из классиков балета 20 века, французский хореограф Ролан Пети, назвал необыкновенной, выдающейся балериной. В родной город. Там родилась моя мечта. Совершенно неосознанно, совершенно как-то вот так сама по себе. И даже не ставя никаких целей, куда я там поеду учиться и вообще останусь ли я в этой профессии. Ну, знаете, как дети отвечают: кем вы хотите быть? Я хочу быть космонавтом. Вот у меня приблизительно так же. Кем вы хотите быть? Я хочу танцевать. А где? А как? А что это такое? Я ничего не знала. Да, я просто ходила во дворец пионеров, где вот дети моего возраста, их было много, собирались в определенные дни, играла такая какая-то красивая классическая музыка, мы там что-то делали, потом мы танцевали, мы слушали музыку, мы вместе танцевали по отдельности. Вот я застряла в танцевальном зале, вот взяла и застряла, вот понимаете? И ездила каждую неделю, по 2 раза или по 3 раза в неделю. И с удовольствием, я помню. У меня не было такого, чтобы... Вот мне родители говорят, что ну, сегодня холодно, там...
Нет, я в любую погоду шла туда. То есть характер, видимо, вот, ну не характер, а желание родилось именно вот в тот момент. Именно в точке города Чебоксар. Будущие первые артисты чувашского балета только заканчивали обучение в Ленинградском хореографическом училище. До премьеры «Жизели», первого исторического балетного спектакля на чувашской сцене, оставался год. В это время маленькая, но не по годам решительная и самостоятельная Надя Павлова сделала свой главный выбор в жизни. Отправилась в далекую Пермь учиться на балерину. Ну, я просто потянулась за подругой. Ну, бывает такое. Друзей таких большой компании у меня не было, но вот была хорошая подружка, она говорит, поехали. Я говорю, ну, поехали. С трудом меня отпустили. Ну, и приехали мы в Пермь, начали учиться. Надиной подругой была Регина Кузьмичева, впоследствии солистка Пермского театра оперы и балета, позднее солистка Ленинградского малого театра, сегодня репетитор Михайловского театра, заслуженная артистка РСФСР. Они обе учились в классе знаменитой Людмилы Сахаровой. Педагог был жесткий, требовательный, порядки в училище строгие. С детьми, живущими в интернате, никто не нянчился. Детство закончилось. Профессиональная жизнь балерины оказалась непростой. Она много раз танцевала «Жизель» на разных сценах мира. В этой партии более всего помнят ее и чебоксарские зрители. Не раз она радовала земляков этим спектаклем. В 1997 году в Чувашии состоялся первый балетный фестиваль, который открыла гордость чувашской земли Надежда Павлова в балете «Жизель». Пять лет спустя Надежду Павлову пригласили быть президентом фестиваля. К этому времени она ушла со сцены, но не из балета. К сложному переходу от артистической деятельности она была готова заранее. Окончила балетмейстерское отделение ГИТИСа, давала мастер-классы во Франции, Германии, Японии, Финляндии. Молодые дети учатся на примере взрослых. Замечательно, что основы классического танца в Чувашии заложены и продолжены большими мастерами сцены, выходцами из Чувашии. Когда есть критерии, высокая творческая планка, тогда появляется цель и стремление к ней. Я от всего сердца благодарю Ольге Витальевне Серегиной, легендарной чувашской балерине, то, что она делилась традициями Вагановской хореографической школы с руководимым мною ансамблем классического танца «Галатея». Ее помощь и поддержка помогали коллективу завоевывать лауреатские места на международных, всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях, становиться неоднократным обладателем гран-при. А воспитанники коллектива, как, например, Даша Платонова, становились студентами хореографических училищ Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.
Любите классический танец. Это основа мировой хореографии, это основа высшей духовности и